Российская премьера на подмостках Коми. Государственный театр оперы и балета республики поставил комическую оперу «Черное домино». Это одно из лучших творений Даниэля Абера. В конце XIX века спектакль пользовался огромным успехом в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в современной России за постановку пока никто не брался. На генеральной репетиции побывала Любовь Лапина. Малоизвестная в России опера «Молодой режиссер». Изначально многие побаивались, что может получиться из такого довольно рискованного сочетания. Но сегодня стало ясно – ставки оправдались. На сцене красочной декорации, в гримерках последние приготовления. Вы знаете, когда я услышала музыку Абера, я была сразу влюблена в эту музыку, в этого композитора. Заслуженная артистка России Майя Быстрова в этой опере в разных составах играет сразу две партии. Говорит, не захотела упускать такой момент, хотя далось ей это довольно сложно. Характеры разноплановые. Вот и главной героине, исполнительницы партии Анжелы Альфие Каратаевой, как она признается, нелегко. Роль необычная и вокально очень сложная. Роль как бы и разноплановая, разнохарактерная. Роль, почему, от чего это зависит? Это зависит от... Тут много ситуаций жизненных интересных. Да? Девушка попадает в разные ситуации. Роль интересна еще и тем будет для зрителя, наверное, что это переодевание. Обычно увертюру играют за закрытым занавесом, но молодой режиссер решил сделать иначе. Друг за другом по сцене проходят артисты, и каждый из них по-своему здоровается с залом. Это сделано специально, чтобы зрители уже с первых минут могли получить представление о героях. Да и сама опера получилась не совсем классическая. Здесь не только поют, но много общаются и шутят. Всегда, конечно, есть какая-то идея, есть ее воплощение. Всегда идея, фантазия человека, может быть, несколько идеализирует. На практике все получается несколько иначе. Но я считаю, что в данном случае максимально то, что мы задумали в своей фантазии, в своем воображении, удалось перенести на сцену, перенести в жизнь. Сам Филипп Розенков признается, он получил огромную творческую отдачу от коллектива. Еще он уверен, комическая опера непременно найдет своего зрителя. Для этого есть все основания. «Черное домино» – это все-таки эксклюзив. Больше 100 лет оперу не ставили на российских подмостках. Но вот парадокс, она ни на йоту не потеряла своей актуальности. Это одна из последних сценических репетиций. Впереди еще один генеральный прогон сегодня вечером. Официальная сдача намечена уже на субботу. А в воскресенье опера «Черное домино» откроет фестиваль Сыктывкар-Саптулус. Любовь Лапина, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.